За этот год произошло около 39 транспортных происшествий, 77 пострадавших, 7 человек погибло. Больше всего ДТП, чем где-либо в Ингушетии, происходит на федеральной трассе «Кавказ». А с момента реконструкции трассы количество аварий участилось в 2 раза. Касаемо автодороги федерального значения, автодороги «Кавказ», в этом году зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибло и 22 человека получили ранения различных степеней тяжести. Трасса с особым рельефом, уклонами и резкими поворотами, но не имеет определенных погрешностей. Тут, как ни странно, аварии происходят совсем по другой причине. Во время строительства часто меняли движение из одной полосы на другую. Водители, уже привыкшие к определенному маршруту, на таких участках, не соблюдая скоростной режим, теряли управление, что нередко приводило к ДТП. На таких участках должны быть знаки, предупреждающие автолюбителей об объезде. Есть ли они здесь, мы решили сначала спросить у самих водителей. Назрание 90 Акачилс Маснадиона знаки, дорожные знаки желудя. Я чему-то казинец. Дела знаки жёг азилиственно фадера бахкинах доклел за рулем. Бахкинах. Бахкишнах ахил сосейни сини ситуация. Фанис давот чавави хадухал вахонс. Садел ирза аштахам цгедж дук قلب بينو داي خاونو شا بيز برس ال باقي ناخه ي صغبا ي صعقوا بيش يعني قونو انا اجرياكسي не та зрение не та фиере някаш то дят правила шхат. Никто не знает правила. А бакича это это хатиш. Проведя опрос, мы решили сами проверить лично, все ли знаки на своем месте и есть ли они вообще. Они есть, так же, как и деформированные отбойники. Всего на трассе запланировано 8 разворотных петлей. Уже завершены 4 из них и на 2 следы ДТП. Водители на огромной скорости, не обращая внимания на знак о движении в 2 стороны, влетели в отбойники. На одном из них сила удара была такова, что преграду просто снесли. А проезжая через развязку, соединяющую Карабулак и Яндари, можно увидеть, как большинство водителей нарушают правила объезда, подвергая себя и других опасности. Пока идет реконструкция на этом участке, обозначены 2 разворота на Карабулак и Грозный. Водители же разворачиваются на второй, где создают помеху остальным. А знак движения только прямо их никак не смущает. Со второй статьи 12.16 КоАП Российской Федерации, если водитель нарушает дорожную разметку, то приписание дорожных знаков влечет на наложение административного штрафа от 1000 до 1500 рублей. В связи с этим госавтоинспекция настоятельно просит соблюдать требования всех дорожных знаков, смотреть, о чем они вам сигнализируют, соблюдать все нормы правил дорожного движения, беречь себя и своих близких. По ДТП федеральной трассе «Кавказ» не уступает внутренняя трасса Назрань-Сунджа. Чтобы как-то уменьшить этот показатель, по всей трассе насчитывается более 50 искусственных неровностей и больше 10 видеофиксаторов скорости. Меры вроде как сдерживают, но не особо сказываются на статистике. Kayak terbudi, teratiha, jual. Macam teratiha, akak dia ada di khas, ada khas. Tak sama kerja, ayo. Каждая дорога имеет своего хозяина, который обслуживает данную территорию, отвечает за благополучие и безопасность дорожного движения. Сотрудниками отдела надзора проводится обследование участков дорог, на которых выносятся предписания и направляется в органы, которые обслуживают данный участок дороги для устранения недостатков. В этом случае, касаемо города Карабулака, будет направлено указание на то, чтобы этот данный участок дороги был обследован, и соответствующее предписание направлено хозяину обслуживаемой территории. ДТП из-за причины неустановленных знаков на бордюрах пока в республике не зарегистрировано. Но если ответственные за это службы не будут следить за дорогами, то подобные случаи рано или поздно могут произойти. Далия Сканова, Адам Гулоев, Магомед Дидигов, Новости 24.